Управление пробацией при Министерстве юстиции занимается ресоциализацией и исправлением осужденных людей без изоляции от общества, предупреждение совершения ими новых правонарушений. Пробация – это новый институт для Кыргызстана. Созданный в 2019 году, департамент называет осужденных людей клиентами. Работа пробации заключается в том, чтобы оказывать психологическую помощь, ресоциализировать и дать правильное направление тем, кто оступился, вступил в экстремистские течения, совершили нетяжкие преступления. Это значит в первую очередь улучшить отношения с семьей, так как осужденные люди могут быть неправильно восприняты членами семьи, они могут их унижать. Ты осужденный, относиться с презрением. Могут даже говорить, тебя никто не примет. Ты стал второсортным человеком. У нас были такие случаи. Поэтому наша задача в первую очередь установить и улучшить отношения клиента с членами семьи. В настоящее время 138 человек, осужденных по нетяжким экстремистским делам, находятся на испытательном сроке. Отдел пробации также уделяет особое внимание оказанию им психологической помощи, так как осужденные и причастные к преступлению клиенты часто растеряны и впадают в депрессию. В таких случаях сотрудники органов пробации уделяют особое внимание улучшению психологического состояния клиента. Например, приходят и одинокие женщины с 2-3 детьми, так как после осуждения мужья разводятся и оставляют их одних с детьми. В этом случае мы помогаем им получать социальные пособия. Это тоже входит в наши обязательства. Эксперты отмечают, что вовлеченность в экстремистские течения и уровень домашнего насилия зависят от нескольких факторов. Причиной могут быть события из политической, социальной, экономической и личной жизни. Соответственно, организуют тренинги по обучению сотрудников службы пробации методам оказания помощи клиентам. Очередной тренинг проходит в городе Ош. Число наших религиозных клиентов растет с каждым годом. Если в прошлом году было 100 человек, то в этом году 150. С ними необходимо работать каждый день, потому что их радикализация, их присоединение к другим организациям, их иная психология представляет угрозу для страны и нашего общества. На трехдневный тренинг были приглашены 30 региональных сотрудников органов пробации из Ошской, Джалабадской и Баткенской областей. Они осваивают информацию по работе с клиентами пробации, осужденных за совершение преступлений экстремистского и террористического характера. Мы обучаем сотрудников службы пробации выявлять нужды клиентов и какую помощь они должны им оказать, так же, как с ними работать, в чем их особенность, на что необходимо обращать особое внимание. Такая деятельность департамента пробации – требование сегодняшних реалий, так как особенно в отдаленных районах большое количество людей, вовлеченных в экстремизм и терроризм. Например, по статистике лидирует Араванский район Ошской области, где 16 граждан были осуждены за экстремизм. Я хочу сказать, что осужденных за экстремизм было всего 6, на сегодняшний день уже 16 человек, и в досудебной пробации рассматривается дела 7-8 человек. К сожалению, число осужденных по этой статье увеличивается. Надеемся получить здесь навыки и работать с осужденными за экстремизм. Подобный тренинг также планируется провести в мае в городе Каракол Иссык-Кульской области. Поддержка данной инициативы осуществляется в рамках реализации проекта ПРООН «Повышение устойчивости к насильственному экстремизму в Азии» Strive Asia, финансируемого Европейским Союзом в рамках совместного партнерства ЕС и ООН.